Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Капитальные и текущие ремонтные работы в самом разгаре. Коммунальщики и социальные учреждения активно готовят подведомственные объекты к осенне-зимнему периоду. Коми поможет восстановить коммунальную инфраструктуру и социальные объекты в Луганской Народной Республике. Наш регион взял шефство над городом Ровеньки. Популяризация физкультуры, спорта и здорового образа жизни. В Инте проводятся бесплатные занятия фитнесом на свежем воздухе. Ремонт кровель, подъездов, замена лифтов, установка общедомовых приборов учета тепла, устранение аварий на трубопроводе, промывка и опрессовка систем. Инта активно готовится к осенне-зимнему периоду. Все жилищно-коммунальные, ресурсоснабжающие организации и социальные учреждения занимаются текущими и капитальными ремонтами. Большинство запланированных работ на этот сезон выполняются в штатном режиме. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев провел очередной штаб по подготовке к зиме. На заседание были приглашены представители всех управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также руководители социальной сферы. 4 июля Интинская ТЭЦ остановит подачу горячего водоснабжения потребителям и приступит к запланированным капитальным ремонтам. Сейчас станция занимается устранением дефектов, выявленных после проведения гидравлических испытаний. Управляющих компаний есть какие-то претензии? Да, есть какие-то вопросы сейчас по обратке, по подаче для изучения, у кого сидят на обратке до сих пор? Потому что вопросов поступает много, на улице похолодало, и вода еле идет. Сейчас есть какие-то проблемы по этому вопросу? Черного 3, Черного 3? Ну, посмотрим. Сейчас в первую очередь большие. Раскопали уже все. Ну, значит, подготовились. В рамках подготовки к новому отопительному сезону общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» приступило к замене старого оборудования на новое. На котельных в селе Косьювом, поселках Абись и Верхняя Инта будет установлено 6 современных котлов. Начнем с дальнего, с Абизи. У нас 2 новых котла уже находятся в котельной. Идет сейчас обвязка, сварочные работы. Пока что проблем с монтажом не испытываем. Материал имеется, рабочая, скажем так, сила тоже в достаточном количестве. По Косьевому также сварщик работал на прошлой неделе у нас с города. Как я ранее говорил, у нас своего штатного нет в Косьевоме, поэтому на прошлой неделе он один котел обвязал, сделал. И сегодня уехал, на выходные приезжал, и сегодня снова поехал в Косьевом. Значит, будет второй котел заканчивать. Поэтому тоже 2 котла уже в котельной Косьевом, и также, значит, идут работы по обвязке. По котельной номер 1, ПГТ Верхняя Инта, значит, котлы, идут работы по демонтажу, и на следующей неделе начнем установку котлов новых уже в котельной. Сейчас первая котельная остановлена по ГВС, и поэтому все работы, ну, основная часть людей именно задействована на котельной номер 1. Начали мы замену трубопровода холодной воды от котельной до узла ввода, там у нас 60 с лишним метров, то есть мы вот сейчас меняем еще и холодную воду. Продолжаются работы также по Лермонтово, дом номер 8. И по планам, по замене ветхих сетей у нас 30 метров необходимо будет поменять еще на поселке Юстедор. Продолжаются работы по присутствию представителя предприятия нашего на, значит, гидравлических промывках. Это сейчас работаем с управляющей компанией по жилфонду по Лермонтово. Наличие угля 5601 тонна, наш неснижаемый нормативный запас 4509 тонн. Этого угля нам хватит, чтобы начать отопительный сезон, сентябрь, но полагаю, что до конца октября месяца. Дальше договор заключен с поставщиком тем же самым, Кузбасский СДС уголь.
Поэтому надеюсь, что Никаких проблем не должно быть. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Акваград» занимаются устранением аварийных ситуаций. На этот год запланирован большой объем работ по замене изношенных водопроводных и канализационных сетей. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев рекомендовал ресурсоснабжающим организациям следить за качеством предоставляемых коммунальных услуг, своевременно реагировать на претензии людей, устранять нарушения и благоустраивать территории после проведенных капитальных ремонтов. Учреждения культуры, спорта, образования тоже усердно готовятся к осенне-зимнему периоду. Проводятся капитальные и косметические ремонты, промывка и опрессовка систем в подведомственных объектах. Предписаний по итогам приемки учреждений КУЗП 2021-2022 года выполнено. У нас было 2 предписания. По Восточной 1 опрессовка системы отопления произведена, и Полярной 18 установлен единый прибор учета. В спортивной школе Интинская промыты 7 зданий. Опрессовка системы будет проведена после завершения ремонтных работ по замене трубопровода холодного водоснабжения в здании ФОЗа и замене участков наружного трубопровода холодного водоснабжения и теплоснабжения между зданиями ФОЗ и ФОП. Работа по замене трубопровода холодного водоснабжения, которая в здании сейчас на настоящий момент работы ведутся, срок окончания по договору 29 июля. Документы на проведение конкурсных процедур на работы по замене участков наружных трубопроводов находятся сейчас в отделе закупок. Планируемый срок завершения работ 9 августа. Приборы учета 2 узлов ввода направлены на поверку. Это здание бани и ФОКа. Далее проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов конструкции чердачных кровелей на лыжной базе и здании бани проведены 20-23 июня. Пожарные гидранты наружного пожарного крана тоже проверены. Дальше. Проверка сухотрубов в хоккейном корте проведена. Все акты от июня 2022 года и предписаний по итогам приемки учреждений к предыдущему отопительному сезону у спортивной школы Интинская не было. Крупные строительно-монтажные работы капитального характера по образовательным организациям были предусмотрены на следующих объектах. Состоялся аукцион, заключен контракт на капитальный ремонт рулонной кровли МДО «Детский сад 29» Рябинушка по адресу Ворокутинская, 14. Цена контракта составила 2 717 111,12 рублей. Работы выполняются. Выполнен оплачен ремонт крыльца запасного входа МБО гимназии номер 2. Цена контракта составила 502 тысячи рублей. Состоялась котировка на ремонт наружной вентиляционной шахты и цоколя хозкорпуса МДО «Детский сад» номер 32 Родничок. Цена контракта составила 474 тысячи рублей. Работы выполнены, оплачены. Запланированы в ближайшее время на СОШ номер 9 ремонт кровли над лестничной клеткой. Техническое задание сметы разработано, передано в 9-ю школу для последующего размещения котировки на сумму 298 643 рубля. И ремонт входной группы на сегодняшний день смета находится на госэкспертизе. Как только проверку пройдет, все документация готова, мы готовы размещать аукцион. Значит, по текущему ремонту, при проведении текущих ремонтов закупается оборудование и в том числе материалы для строительных работ, которые выполняет ХЭО МКУ ГУНО. Значит, в этом году сотрудники МКУ ГУНО в количестве 25 человек прошли обучение по курсу «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте», все выданы удостоверения. Сейчас запланированы работы по текущему ремонту кровли хозкорпуса детского сада «Рябинушка», ремонт 2 козырьков центрального входа МБО СОЖ-10 и частичный ремонт кровли МДО «Родничок». Планируется к промывке 39 зданий образовательных организаций, из них 33 здания в городе и 6 по селам. Управляющие компании занимаются установкой общедомовых приборов учета, ремонтом протекающих кровель, приведением в порядок подъездов, тамбуров. Большинство ЖЭКов завершают промывать отопительные системы. Промыт 21 дом, один дом остается непромытым, Куратова 70. Мы там сделали реконструкцию, согласовали проект на увеличение диаметра, дом проблемный, зиму мучился. Материал уже заказали, приходит 30-го, вот переоборудование сделаем и после этого произведем промывку. По приборам учета у нас, в принципе, все приборы учета введены в эксплуатацию. В прошлом году поверку проходили, но нам не нравится, как работает там 11 домов, мы заказали новые. Кровли по графику, 4 шиферных, 4
рулонных отремонтировали, задолженности, подтвержденные судом, нет. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев рекомендовал специалистам обратить особое внимание на соблюдение сроков выполнения плановых работ. В летнее время все предприятия должны качественно провести ремонты. Управляющим компаниям, у которых есть долги перед энергетиками или тепловиками, необходимо решить все финансовые вопросы. В завершении заседания мэр Инты сообщил о проведенном аукционе на выполнение капитального ремонта одного из участков автомобильной дороги, ведущей в поселок Верхняя Инта. Определился подрядчик, который приведет в порядок дорожное полотно от ЖД-переезда до вокзала. На асфальтирование 2 других участков дороги пока никто не заявился, но аукцион еще не закончен. Коми взяла шефство над городом Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба. Он посетил Луганск и подписал с мэром города Ровеньки Андреем Рубанцовым соглашение о сотрудничестве. В основу документа вошли принципы договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Коми будет содействовать восстановлению экономики города, инфраструктуры, развитию социальной сферы. Ключевые направления – подготовка к отопительному сезону и учебному году, а также помощь в восстановлении соцобъектов. Владимир Уйба убежден, что сотрудничество будет многолетним и затронет разные сферы. С этого момента начинается непосредственно практическое шефство Республики Коми над городом Ровеньки Луганской Народной Республики. Город нам очень близок, это шахтерский город, город, где добывают антрацит, известный всему миру. В этом смысле мы очень схожи. Вот между нашей республикой и городом Ровеньки. Подписали мы сегодня соглашение с главой города Ровеньки, мэром Рубанцовым Андреем Викторовичем. Соглашение в первую очередь имеет приоритетное направление. Приоритет – это подготовка города к отопительному зимнему периоду. Инфраструктурная подготовка – это в первую очередь ЖКХ, котельные, далее это детские сады, школы, это учреждения здравоохранения, поликлиника, стационар, ну и в том числе дорожная сеть. Хочу сказать, что, конечно, на этом приоритетном первом шаге наше сотрудничество не заканчивается, это будет долгосрочное. Я думаю, что многолетнее, если не десятилетнее, я на самом деле считаю, что это на перспективу сотрудничество, которое затронет очень много сфер. Это и спорт, это и культура, это и образование, это и здравоохранение. У города Ровеньки очень богатая история. Ну, об одной из страниц этой истории в Российской Федерации знают, я думаю, практически все, потому что в феврале 1943 года в лесу близ города Ровеньки были расстреляны герои-молодогвардейцы. Это Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Виктор Субботин, Дмитрий Огурцов и Семен Остапенко. Их имена сегодня носят российские улицы, школы, в том числе и в нашей республике, в Сыктывкаре, есть школа имени Олега Кошевого. Здесь тоже вот такая прямая связь между городом Ровеньки и нашей республикой. И хочу подчеркнуть, что вот эта работа, которую сегодня мы вот этим соглашением подписали, ведется во всей стране, во всей России. У каждого сегодня субъекта есть также подшефные города и целые районы. И это на самом деле очень важно. Почему? Потому что вот у меня за спиной это памятник, колокол, который поставлен на месте жертв артналета. Непосредственно вот в этом месте, прямо на этой площади, был артналет и погибли люди. И это сегодня, к сожалению, вот такая вот трагическая обыденность, если можно сказать, с чем сталкиваются мирные люди. И это, конечно, недопустимые вещи, когда нацистский режим Киева бомбит мирные города, убивает детей, матерей
убивает стариков, абсолютно неповинных людей. А если посмотреть вот рядом, это еще один памятник уже нашим журналистам, российским журналистам, которые точно так же в 2014 году приехали показать, как идет гуманитарная помощь России луганскому народу. И точно так же в этот момент был такой варварский минометный обстрел, причем понятно, что там собрались люди, которые получали эту гуманитарную помощь. И вот это, знаете, это самый верх цинизма, когда знают, что будут убивать мирных людей, которые пришли за хлебом, и в этот момент нанести удар. Именно вот такой из-под-тишка, так делали только фашисты, и вот точно так же действуют сегодня и неонацисты. Поэтому, конечно, поддержка яровенькам и Луганской Народной Республики сегодня крайне важна. И считаю это делом чести и нашей республики, и наших жителей. Совершенно точно мы эту помощь делаем абсолютно бескорыстно, абсолютно от всего сердца. И вот этот сегодня призыв и лозунг, что мы своих не бросаем, мы не только на словах это делаем, мы делаем это делами, конкретными делами. И точно совершенно, будьте уверены, уважаемые жители Луганской Народной Республики и жители города Ровеньки, сегодня будет праздник, День города в Ровеньках. Я об этом еще на встрече с жителями города Ровеньки скажу, но точно совершенно передам самые близкие, самые добрые отношения жителей Республики Коми и вот такие конкретные дела, которые мы начинаем сегодняшнее соглашение. Интинцы, стоящие в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, должны пройти обязательную перерегистрацию. Срок подачи документов завершается уже 1 июля. У интинцев осталось всего несколько дней, чтобы подать заявление в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья городской администрации. На данный момент в Инте в очереди на переселение из районов Крайнего Севера стоит около 3000 семей. Большая часть очередников – пенсионеры. В 2021 году в нашем городе обладателями сертификатов на переселение стали 33 семьи. 24 получателя относятся к категории инвалиды, 9 являются пенсионерами. В общей сложности на выданные сертификаты было потрачено более 85 миллионов рублей. Все интинцы, которые стоят в очереди на переселение, обязаны проходить ежегодную перерегистрацию. Эта процедура является обязательной для тех интинцев, которые хотят подтвердить свое право на сертификат и получить его в будущем. Приглашаем граждан, состоящих в общереспубликанской очереди, в 107-й кабинет администрации МОГО-ИНТА до 1 июля 2022 года для подачи соответствующего заявления. А также заявление можно направить почтовым отправлением по адресу Республика Коми, город Инта, улица Горького, 16, или воспользоваться электронным сервисом на сайте администрации МОГО-ИНТА. Вкладка «Обращение», создать обращение, заполнить форму. Приемные дни для граждан: среда с 8 до 17, обед с 12 до часу, пятница с 8 до 12. Справки по телефону 626 60. От количества граждан, прошедших перерегистрацию, напрямую зависит сумма выделенных федеральных средств для переселения семей из районов Крайнего Севера. Чтобы точно узнать свое место в республиканской очереди, интинцы могут запросить списки. На данный момент есть возможность получить их электронно. В 2022 году для удобства граждан, состоящих в очереди, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми разместило общереспубликанские списки, очередность, по категориям инвалиды, пенсионеры, работающие на 2022 год на общедоступном официальном сайте в разделе «Деятельность», подраздел «Меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий», пункт подраздела «Переселение из районов Крайнего Севера». Размещение списков в свободном доступе обеспечивает прозрачность информации и расширяет возможности ознакомления для граждан. Также списки граждан, имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера, распечатаны и размещены на бумажном носителе на первом этаже здания администрации МОГО-ИНТА между кабинетами 106 и 107. Интинцев, стоящих в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, ждут до 1 июля в городской администрации в отделе по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья, кабинет номер 107.
Интинская школьница отправилась в большое путешествие. Патриотический проект России и Республики Беларусь «Поезд памяти» стартовал 22 июня. Наш регион в проекте представляет ученица лицея номер 1 Анастасия Истомина. Для участников предусмотрена обширная образовательная программа, памятно-мемориальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и другим историческим датам России и Белоруссии. Старт беспрецедентному российско-белорусскому патриотическому проекту был дан в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», защитники которой первыми приняли на себя удар войск нацистской Германии. Цель организаторов поездки не только рассказать представителям молодого поколения о войне, но и подружить молодежь братских стран. Для отбора школьники заполняли анкеты на сайте «Большой перемены», создавали видеоролики о том, почему хотят стать участниками проекта, писали эссе. Всего поступило 850 работ от десятиклассников со всей страны. По итогам отобрали 100 ребят из каждого региона России и столько же от белорусской стороны. Когда вышел призыв поучаствовать в конкурсе, предложила Анастасии принять участие в конкурсе. Честно, сильно не надеялись, но наш город на самом деле славится своими талантами, талантливыми детьми, воспитанниками, и мы решили попробовать себя в таком масштабном конкурсе. Отправили портфолио, зарегистрировались на сайте Большой перемены, прикрепили видео, почему именно она должна стать участницей данного проекта. Потом написали вместе эссе «Дороги памяти», в котором как раз указали, почему важно и нужно сохранять историческую память, и что для Анастасии, память, Великая Отечественная война, 9 мая, ветераны, наши герои, конечно, указали свой опыт участия в различных акциях, проектах патриотической направленности. У Анастасии есть собственный проект «Лица Победы», это патриотический молодежный проект, который рассказывает о ветеранах Великой Отечественной войны в нашем городе, нашей республике. Очень интересный. Прикрепили его, рассказали о достижениях, о деятельности, которую она здесь ведет. Анастасия уже много лет волонтер, она ученица 10 класса лицея номер 1, и ведет патриотическую общественную деятельность, и также участник волонтерского движения, активист волонтеров Победы, и курирует в нашем городе направление как раз «Связь поколений». Также она активная участница Народного театра «Поиск», выезжает и представляет наш город в различных спектаклях вместе с нашим заслуженным режиссером. На самом деле, и когда пришла такая радостная новость, что мы победили. Было очень волнительно, не верилось. Хотелось бы поблагодарить нашего мэра Владимира Алексеевича в помощи, чтобы эта поездка состоялась, потому что без его участия этой поездки бы не случилось. Конечно, бы хотелось поблагодарить маму Анастасии, потому что вместе с ней мы 24/7 в помощи, в оказании помощи, предоставления документов. Это очень сложный процесс, так как пересечение границы. И здесь, конечно, было очень много волнительных моментов, но мы справились. И сейчас Анастасия получает свои эмоции положительные, представляет наш город и республику на таком проекте. Они ездят по городам-героям, у них обширная культурная, образовательная программа. Они побывали и в Кремле, и в Беларуси, в городе-герое Бресте. Вообще очень здорово. Спасибо. Участие интинской школьницы в этом уникальном проекте стало возможным благодаря личной поддержке главы Республики Коми Владимира Уйба. Оплата проезда Анастасии от места проживания до города Москвы и обратно обеспечена за счет средств бюджета Республики Коми. Бесплатные спортивные мероприятия и тренировки на общественных пространствах, в парках, скверах и площадках. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография» в Инте успешно реализуется социально-спортивное движение «Зеленый фитнес», благодаря которому интинцы в течение лета могут бесплатно заниматься разными направлениями фитнеса на свежем воздухе. Наш город впервые присоединился к проекту «Зеленый фитнес», и сразу 3 тренера Инты подтвердили в нем свое участие. Так, интинцы могут уже заниматься зумбой и скандинавской ходьбой, а в августе – силовыми тренировками.
В этом году стартовал 8-й сезон всероссийского проекта «Зеленый фитнес», и на территории нашего города он будет успешно реализован. 3, я бы сказала, высококлассных специалиста, 3 инструктора будут проводить занятия на свежем воздухе в течение 3 летних месяцев, июнь, июль, август. И занятия эти будут абсолютно бесплатные. Проводится этот фестиваль «Зеленый фитнес» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и ПАО «Татнефть». Занятия будут проходить, как я уже сказала, в течение всех летних месяцев. По всем вопросам можно обращаться к нам в отдел, либо зайдя на сайт selfie.ru, и там можно будет найти необходимую информацию по данному проекту, или просто набрав «Зеленый фитнес», и вся информация будет доступна для наших жителей. Чтобы стать участниками бесплатных тренировок, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте selfie.ru и подать заявку на конкретное занятие. Таким образом, человек подтверждает свое участие и желание прийти на занятие. Хотелось бы подчеркнуть, что направления, которые выбраны в этом году для реализации на территории нашего муниципалитета инструкторами, они совершенно разнообразные. То есть каждый из интинцев может выбрать себе направление по душе. Отмечу, значит, что у нас инструктор Карапецкая Оксана Дмитриевна, она проводит силовые тренировки. Ковтрова Ольга Павловна, у нее скандинавская ходьба. И Монетова Наталья Викторовна, у нее зумба, то есть это танцевальные движения под музыку. Поэтому еще раз говорю, что всех интинцев приглашаю выбрать себе занятие по душе. Групповые тренировки начались в середине июня и будут проходить в течение всего лета, как в будние, так и в выходные дни. С расписанием занятий можно ознакомиться в официальной группе администрации округа, а также на сайте проекта. И в завершении выпуска объявления: с 27 июня по 1 июля на территории Интинского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф» в целях обеспечения своевременной оплаты штрафов лицами, в отношении которых были вынесены постановления о назначении административного штрафа. Сведения об имеющихся неоплаченных штрафах можно уточнить в МВД России по городу Инте в кабинете номер 46 или по телефону 720 70. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.